Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Вот его кресло. Здесь великий наш профессор, учитель, работал. В этом кабинете все так же, как и год назад. Компьютер, рабочий стол и даже картины до сих пор напоминают о великом трансплантологе. Ринат Галеев не только спасал жизни, но и учил спасать, говорят его благодарные последователи. Основатель трансплантологии, поднял на высокий уровень и урологию. Многие ученики его сейчас продолжают его дело. Не только в Татарстане, но по всей России. Позвонили по телефону, и он из Зеленогорска приехал. В течение 6 часов приехал. Добрый, отзывчивый и неутомимый в работе. Именно Ринату Галееву суждено было стать отцом татарстанской трансплантологии. Первую операцию по пересадке почки он провел в 1991 году. Он спас больше 500 пациентов. Ринат Харисович мне сделал родственную пересадку от мамы. И я хочу сказать, что благодаря Ринату Харисовичу он дал мне возможность дальше жить. Дальше не просто существовать, а именно жить. Он к нам относился как к своим детям, к каждому пациенту. То есть, видя его улыбку, каждое утро ты понимала, что все хорошо, ты будешь жить, продолжать. То есть в твоей жизни полностью изменения. И поэтому очень нам его не хватает. В РКБ только за 1 год делают около 40 операций по пересадке почки. Спасенные жизни – лучший вклад в реализацию национального проекта «Демография», утвержденного Владимиром Путиным. Все, что есть сегодня у татарстанской трансплантологии, это и есть наследство Рината Галеева. Даже из Москвы приезжали оперироваться, потому что это, как правило, были безнадежные пациенты. Ринат Галеев ушел из жизни после тяжелой болезни. Ему было 72. Друзья, коллеги и благодарные пациенты помнят великого трансплантолога как человека, талантливого во всем. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.